Исәнмесез? Сәгать төгәл 19:00 һәм без башлыйбыз. Здравствуйте, добрый вечер. Время 19:00, ну, почти 18:59, и мы начинаем. Так, что мы дальше внесем? Но я же не делала. В чем дело? Кто здесь? Пишите. Странно. Ну, в чем дело? А вот все заработало. Так, все заработало, да? Потому что у меня как будто не выходило. Вы все видите? Ребят, отпишитесь, пожалуйста, чтобы я уверена была, что все хорошо. Так, все хорошо? А, все, отлично тогда. Здорово. Потому что как будто это непонятно было. Ярар, исәнмесез дә барыгызга да тагын бер кат көннәр монда әйдәгез. Исәнләшик, сәламләшик, хәлләрне белешик бер-беребезнең. Күптән күрешмәдек. Мин сезне сагындым. Сез мине дә сагынгансыз дип өметләнәм. Так, да, мы с вами давно уже не виделись. Давайте поприветствуем друг дружку. Напишем приятные словечки. Сям селия, сям смарат. Я вас давно не видела, я по вам соскучилась. Надеюсь, вы тоже по мне соскучились. У нас уже сегодня 16-й урок нашего продолжающего курса. Еще 4 урока. Так, сразу говорю, презентацию я сегодня составляла сама. Обычно это делала Диночка моя. Я, конечно, в технике не очень, но, как бы сказать, программу составляла я, она мне делала эту всю презентацию красиво, упаковывала вот это все. Дина, она у нас мастер на все руки. Поэтому сегодня презентация будет, в принципе, информация такая же, просто она не такая красивая будет, как при Дине. Вот, надеюсь, вы потерпите. Так, ярар. Көннәр тагын монда. Маратны күрәм, Ильясны күрәм, тагын көннәр бар монда. Әйдәгез, әкренләп барыгыз да керешеп бетегез. Яме? Так, ярар, мин презентацияны ачам. Һәм без дәресне о чем дело? Так, хорошо. Что ж сегодня такое творится-то? Так, о, все открылось, все замечательно. Так, начнем сегодняшний урок. Бүгінгі дәрісні тілек білдіру функциясынан башлап жібересім келе. То есть я хочу начать сегодняшний урок с выражения желания. То есть как это делается в татарском языке. Это виснет у меня, не знаю почему. У вас не виснет? Ничего, все в порядке? Как будто виснет у меня. Не знаю, что происходит. У вас на полный экран вышла презентация? Напишите, пожалуйста, ребят, я чуть просто переживаю, прям не могу. Ага, все, отлично. Так, выражение желания тілек білдіру. Желание в татарском языке выражается совершенно иначе, чем в русском языке. То есть оно намного отличается. Для этого употребляется особо довольно такая трудная конструкция. Но полно не вышло. Почему не вышло? Начну сначала. Вечно что-то происходит, непонятно что. Так. Ну. Что?
Так, сейчас еще раз попробуем. Сейчас, секундочку. Так, показать экран. Окно программы. Поделиться. Ну ладно, сделаем так. Ну-ка, выходит, не выходит? Нет, тут я застыла и все. А вам видно? Почему так происходит? А что такое? Прям замешательство просто. Так, как сделать? Ну, сначала. Ну, это я, да, поняла, что есть. Почему так? Я понять не могу. Я нажимаю, почему так получается? Я нажимаю сначала, мне не выходит. Почему так? Нет, это не то. Сейчас, ребята, я еще раз войду. Так. Так. Обратно. Эта кнопка почему-то не кликабельная. Садится. Сейчас попробую так. Надеюсь, получится. Что такое? Нет, не идет. Почему-то. Что такое? Так, ладно. Почему вот это? На программу. Попробуем. О, вот зависает и все. Ребят, ну вам так видно, нет? Вот хотя бы. Можете различать? Не знаю, не получается у меня на полный экран режим выйти. У меня вот самое выходит, почему-то у вас не показывает. Видно же? Ладно, давайте. Вам видно же? Хотя бы можете прочитать. Ладно. Так. Желание в татарском языке выражает совершенно иначе, чем в русском языке. Для этого употребляется особая довольно трудная конструкция. Вначале идет местоимение минем, синем и так далее, да, ну и другие. И оно может дальше пропускаться еще. Затем следует спрягаемая основа утвердительной формы настоящего времени, то есть как с местоимением all и с добавлением аффикса с.
то есть мягкая и твердая форма. Соответствующий аффикс притяжательности. М, без, без, гс, гс. Заметьте, гс. Может употребляться ларе. То есть пока ничего не понятно, но сейчас все на практике мы с вами уясним. В заключение идет вспомогательный глагол киле, дословно идет. Примечание. Строго говоря, к корню глагола добавляется аффикс асе, эсе, исе, исе, но эта формировка намного труднее. Сейчас я все объясню на примере. Так, открылось, нет, второй слайд. Так, почему не открывается второй слайд? Ой, что такое? Так зависло, так и стоит. Сейчас еще раз попробую, чтобы без полноэкранного режима. Не знаю, что происходит. Вот второй теперь слайд. Ага, так. Ну, так уж будем. Другому никак. Потому что они исчезают, я не знаю, почему это происходит. Так, дальше. Внимательно изучите следующую схему спряжения и заучите ее. То есть это будет выглядеть так. Ну, то есть, например, если вы хотите сказать на татарском языке «я хочу есть», либо «пить», «мне хочется есть», «пить» и так далее, да, то вы просто говорите «минем», можете без вот это получается «минем», да, можете сказать его, можете нет, потому что уже в ашисам уже есть окончание «мэ», понятное дело, что ты хочешь это сделать. Например, минем ашисам, либо чесем киле. Понятно, да? То есть вы можете просто сказать ашисам киле. Понятно, и что это будет «я хочу есть». Хочу есть, получается, да? Например, синем ашисан киле. Ты хочешь есть, тебе хочется есть, пить. То есть вы также можете сказать просто без вот это синем, то есть просто ашисан киле. Понятно, да? Он ашится киле или чесса киле, то же самое получается. Она хочет, и ему хочется чего-то там, да, или поесть, либо попить. Безнем ашится без киле. Мы хотим, нам хочется есть, пить и так далее. Вот. Сіздің ашысыңыз келе, вы хотите, вам хочется. Аларның ашысы чесс келе, они хотят, им хочется. Вот это будет выглядеть вот так. Внимание, второе лицо единственного числа внешне совпадает с настоящим временем. Синим ашисан киле, тин ашисан. Понятно, да? Хорошо. Так, это разобрали. Теперь в следующий переходим. Давай, переходи. Так, сейчас я попробую немножко наверх. Так, дальше. В отрицательной форме, ну, вы понимаете, да, то, что есть и положительный, и отрицательный, да, юклох форма и барлах формасы, да, то есть есть положительная форма и отрицательная, как и у любого другого и времени, и получается, и формы, да. И вот как раз-таки в отрицательной форме эта конструкция имеет следующий вид. Минем ошисам киль ми. То есть киля, кильми. Понятно, да? Я не хочу есть, пить, мне не хочется есть и так далее. Таким же образом строится прошедшее время этой конструкции. Минем ашисым кильде. То есть я хотел кушать. Минем ашисым кильмеде. Я не хотел кушать. Следовательно, в прошедшем времени много киле употребляется кильде. Вместо киле употребляется кильде. А в отрицательной форме кильми, кильмеде. В разговорной речи иногда может спускаться личное окончание. Миним ашицы кильде, безнын ериси киле. Понятно, да? Так, это понятно. Хорошо. Так, алға таба кеттік. Дальше поехали.
теперь попробуйте. И Сям Сальбина, у нас сегодня немножечко полноэкранный режим почему-то не переходит. Я и так и сяк уже попробовала. Так, главное, на моем компьютере переходит, а у вас не показывает почему-то. Так, теперь ваше задание. Попробуйте это перевести на русский язык. Мгм. То есть кышкырыбукыз хам тәрҗемә итегез. То есть прочитайте и переведите на русский язык. Шәсен киләме? Аларның шалыга шасы килде, ял итәсез киләме? Бу китапны укыйсым килми. Аның бу картинаны күрәсе килмәде. Минем татар телен өйрәнәсем килә. Давайте попробуйте перевести, пожалуйста, вот эти предложения. Вам же видно все? Полноэкранный режим почему-то не могу перевести, не знаю, что такое, с чем это взаимосвязано. Так, давайте. Сейчас килямя. Как будет на русском языке? Как мы это переведем? Как мы можем это перевести? Щейсен. Не совсем. Подумайте, ребят. Щейсен в конце «н». Значит, кто? Кого вы спрашиваете? Мы проходим сейчас с вами выражение желания. Кому хочется чай попить? Подумайте, пожалуйста. Кто хочет? Мы выражение желания с вами изучаем. А именно кого? А обратите внимание на окончание. Тыгишка, исянысыз. Килямэ. Нет, в этом случае, смотрите, не путайте, пожалуйста, киля – это не то, что идет, да, вот приходить, а именно хочется. Угу. Хочется. Выражение желания. То есть, смотрите, давайте вам подсказка. Чай сейчас килямэ. Ты хочешь пить чай? Чаю хочешь? По-другому. Ты чаю хочешь? Поняли? Просто мы вам перевели вот это киля, чтобы вам легче было запомнить. Идет как будто бы, да, но это вот в данном случае выражение желания помогает. Мгм. Да. Ну, не хотите, а именно ты хочешь. Шэсин. Синен, шай, шэсин киляме. Поняли? Ты хочешь чай попить? Чай шэсин мы? Чай шэсин киляме? Поняли? Так. Если не поняли, объясню еще раз. Anladınız mı? Так. Теперь второе. Аларның шалыга ышасы килде. Ребят, меня слышно, меня, точнее, экран видно? Прям переживаю, не знаю почему, что так происходит, с чем это связано. Так. Мгм. О, отлично. Спасибо. Так, әйдәгез. Икенчесе. Аларның шалыга ышасы килде. Ребята, давайте поактивнее работать. Я вам сегодня подготовила такое более сложное задание, между прочим. Мгм. Ауырақ задание сізге эшләдем. Аларның шалыга ышасы килде. Ышасы. Хорошо.
Ильяс, подумайте, пожалуйста. Ышасы. Ыша. Аша тугель, ыша. Хочешь пить чай? Правильно, первое. Они захотели улететь в Челны, да. Ильяс, ачасы тугель, ышасы. Ясно? Аща это открывать, да, с буковкой а с буковкой О это летать, полететь. Мгм. То есть они хотели полететь в Челны. Мгм. Ялайтесыз килеме? Хотите отдыхать? Вы хотите отдыхать по-другому? Мгм. Да, вот так будет верно. Так, ялайтесыз килеме? Кого вы спрашиваете? Кого вы спрашиваете? Так, вам хочется отдохнуть? Да. Видите? И, т, с, г, с окончание. Понимаете, да? Сизнен ял и с килема, ну тут я же говорю, тут может местоимение отпускаться. То есть можно без местоимения говорить. Хорошо? Так. Бу китапны укисам кильни. Тут уже отрицание. Да, эту книгу читать не хочется. Укисам кильми. То есть мне читать не хочется эту книгу. Яма? Бу китапны укисам килми. Мне не хочется читать эту книгу. Мгм. Или не хочу читать эту книгу. Вот Регина тоже правильно писала. Да, Ильяс тоже. То есть от своего лица я не хочу, потому что укисам. То есть вот здесь, видите, пропущено местоимение минем. То есть если говорить полно, то есть можно говорить вот так, а можно говорить более полно. То есть минем бу китапны укисам килми. А если вы хотите, допустим, сказать, ты не хочешь читать эту книгу, синен бу китапны укисың килми. Понятно? Да. Тут в данном случае то, что ты, я не хочу читать эту книгу, именно эту книгу. Так. Аның бу картинаны или рәсемне күрәсе килмәде. Он не хотел видеть эту картину. Да, все верно. Потому что, смотрите, аны бу картинаны күрәсе килмәде. Вот. Если вдруг ему эту картину видеть не хочется, да, он не хотел. Килмәде. Прошедшее времени. Д. Он не хотел. Это определенное прошедшее время. Я вам про него говорила. Мы это проходили. То, что если вы были виновниками этого прошедшего времени, то, что этого действия точно вот оно было, вы уверены, то употребляется д. Так, хорошо. Минем татар тілін үйренесім келем. Мне хочется изучать татарский язык, все верно. Да, вы также можете без минем употреблять это татар тілін үйренесім келем. Понятно, да? Вот это выявляет именно желание. Аңладыңыз? Я хочу выучить татарский язык, да. Минем татар тілін үйренесім келем. Правильно. А вот смотрите, все местоимения вы можете опустить, то есть без них можете говорить. Но аларның и аның, то есть без вот этих местоимений нельзя говорить. Хорошо? Аңладыңыз? Так, это понятно? Бұл тема сізге аңлашылды ма? То есть это получается перевод, устикширу, самопроверка. Хочешь чаю, ты хочешь чая. Они хотели полететь в Челны, хотите отдыхать, отдохнуть. Не хочу читать эту книгу, он захотел видеть эту картину, не захотел, точнее, или картину, или рисунок. Я хочу изучить татарский язык. Все понятно, да? Ярар, мин дикшат. Алға таба кеттік.
Вот, смотрите, но тут есть свои какие-то такие, ну, как не подводные камни, уж исключения. Всегда есть исключения, вы как уж понимаете, да? Да, да-да. Миним, например, если вы хотите сказать, миним ашисым келе. Я хочу есть. Миним казанга барасым келе. Ну, то есть это в конце предложения всегда. Сым, то есть окончание сым вот это добавляется и келе. Понятно, да? Так, а вот выражение типа «хочу яблоко» можно передать «миңа алма кирек» – «бир». Или добавить глагол «алма ашисым аласым киле». «Хочу домой, миңа өйгә кайтырга кирәк», «өйгә кайтасым килә». Чего ты хочешь? Сиңа нәрсә кирәк? А если речь идет о действии, то есть синең нәрсә эшлисең килә. То есть можно и так, в принципе. То есть есть еще дополнительные, получается. В отдельных случаях весьма редко употребляется глагол телерге, или тели, теле, или тели, хотеть, желать. Запишите, заучите его, тоже это глагол употребляется. Например, ула иренерге телеми, аның иренесі килми. Он не хочет учить, не желает даже больше. У него нет желания учить. Чего они желают? Он употребляется также выражение «сезге бәхет сәләмәтлек телим». Понятно, да? То есть, когда вы делаете поздравительные, ну, не то, что не делаете, а когда вот желаете поздравления какие-то, тосты говорите, да, вот уже тогда именно желаю счастья, желаю здоровья, успехов и так далее, да, то уже тут употребляется вот это слово телим, желаю. Ну, то есть там син телисен, ол тели, алар телилер, без телибез. Ну, спряжение у нас будет такое же. Понятно, да? Сізні тәбрик итәргә телим. Хочу вас поздравить, например. Понятно, да? То есть выражение желания, когда вы что-то вот хотите, вот физическое или, допустим, моральное, да, какое-то такое, да, душевное, духовное, чего-то желаете, то уже употребляйте сымкиле или сымкиле. То есть аши сымкиле, ярата сымкиле, то есть хочу любить, например, да, бара сымкиле, хочу сходить, хочу танцевать, би сымкиле, жирлы сымкиле, хочу петь, да, например. Вот, тогда вот это вот употребляется вот эта конструкция. А когда вы уже говорите какое-то пожелание, желаете что-то, получается, то это телим. Понятно, да? Бәхет телим, шатлык телим, байлык телим, богатство желаю, да? То тут уже окончание не добавляется, просто телим в конце будет. Аңлашылды? Алға таба кеттік. Так, у нас есть еще отрицательные местоимения. Это юхлых алмашлыклары. Вот, отрицательные местоимения образуются путем добавления к вопросительным местоимениям слова «бер». Один, обычно, ну это переводится как один, обычно в сочетании с частицей «да». Ну, например, смотрите, «бер де» – никто, никого. «Бер нәрсә» – «бер ни де» – ничто или ничего. «Бер нинди де» – никакой. «Бер кайчан да» – никогда. «Бер ничектә» – никак. «Бер каяда» – никуда. «Бер кайда» – нигде. Но «бер нича» – несколько. То есть, смотрите, у вас же, мы же уже знаем же, кто, да? Вы просто, ну, в начале, ну, как вот если запомнить, как приставочка получается, да? Просто везде добавляется вот это «бер». У вас уже вот эти слова не, ну, знакомы же, получается, нәрсе, кем, вот обратите внимание, да, нинди, кайшан, нишек, кая, кайда, да, нише. Вы просто вначале добавляете вот эту приставочку «бер». И все. И у вас автоматически вот эти местоимения, которые до этого нам были знакомы, превращаются в отрицательные. То есть они отрицают. И ударение у нас падает на «бер», то есть на первый слог, что очень как бы, ну, странновато для татарского языка. Но это такое исключение. У нас же обычно всегда на последний слог падает. Вот, например, «бер кемге де әйтмәдем», никому не сказал. «Бер нәрсә дә күрмәдем», ничего не видел. Выражение «ни одного» передается по-татарски «бер де»,
bir sözde ни одного слова, ничего, bir минута, ни одной минуты. Выражение ничего не поделаешь, ничего нельзя сделать, bir нәрседе эшләп булмый. Вот, примечание. Аналогичные местоимения могут образовываться при помощи частицы хич. Да, в этом случае не добавляется. Хичкем, хичнерсе. С ними вы можете встретиться в речи собеседника. Ну, то есть это встречается более реже. Чаще всего с вот это берге, вот с берблями получается. Понятно, да? То есть обычно бер везде добавляется, но бывают случаи, когда добавляется вот это хич. Вместо бер добавляется хич. Anladınız? Дальше. Теперь попробуем с вами перевести вот эти предложения. Ул бір қашанда бір нәрсе де үйренмей. Нешегірек булыр екен русша. Как это будет на татарском, на русском языке? Вот эти отрицательные местоимения как раз-таки данные. Давайте немножко попрактикуемся по этой теме. Он никогда ничего не выучит. Ирянми учит, просто учит, яма? Потому что Ирян, смотри, Ирянми это настоящее время. Угу. Да, ул бір қашанда бір нәрсе де Ирянми. Он никогда и ничего не учит. Понятно? Он никогда ничего не учит. Все, вот это понятно вам, да? Так, ярар, молодцы. Беркемде аны қаршы алмады. Қаршы алмады. Қаршы алмады, это значит встретил, ребят. Угу. Если вы вдруг забыли, встретил. Где-то встретить должны были его. Никто его не встретил, правильно. Беркемде аны қаршы алмады. Никто его не встретил. Правильно. Так, дальше. Қима артында бірні де ерт салырға ярамый. Қима артында бірнинди де ерт салырға түзірге ярамый. Қима это забор, да? Помните? Артында мы такие направительные с вами изучали. Сзади, спереди, сбоку, на. Помните? Что обозначает артында? Қима артында бірнинди де ерт салырға ярамый. Или түзірге. Угу. За забором нельзя строить никакой дом. То есть никакой дом, вообще любой там, я не знаю, да, отрицание получается. Никакой дом нельзя строить за забором. Вот. За каким таким забором? Непонятно. Да, или я все правильно писал? Ага, Марат, Регина. Угу. Регина тоже правильно все написала. Қима артында бірнинди де ерт салырға, түзірге ярамый. Салырға, түзірге – это слова синонимы, то есть у них одно и то же значение. Понятно, да? Да. Никакой дом, да, нельзя. Ерт – это тоже ерт, это тоже слова синонимы, да? Ярар. Біз утны бір қайшанда сүндірмейбіз. Нешік бұлау? Біз утны бір қайшанда сүндірмейбіз. Мы никогда не выключаем свет. Какие они не экономное имя, эконом түгел. Да, оқшалары көптер. Біз отны бір қашанда сөндірмейбіз. Да, мы никогда не выключаем свет. Да, все верно, хорошо. Да, или тоже мы свет никогда не выключаем. Все правильно, все верно. Так, мен қолғаулықны бір қайда тапмады. Да, мы свет никогда не выключаем, или стресс. Я нигде не нашла носовой платок. Да, я вам уже говорила, то, что яулык это платок, а кулъяулык, ну это ручной маленький платочек, носовой по-другому.
Anladınız? То есть мен құлияуықты бір қайда да тапмадым. Я нигде не нашел носовой платок. Видите, қайда это где? А бір қайда да нигде. Так, хорошо. Алар шаллыда бір қачанда болмадылар. Они никогда не были в Челнах. Да, все верно. Мы знаем то, что Челны – это название города, а полное название Юаршаллы – это набережные Челны. Они никогда… Так, да. Тапмадым – это прошедшее время. Смотрите, д в конце, д. Прошедшее определенное время. Тапмады не нашел. Тапмадым я не нашел. Понятно, да? Или не нашла. Так. Син бір нәрседе яшірмейсің ме, яшірмәдің ме? Они в Челнах никогда не были, да, они никогда не были в Челнах. Все верно, хорошо. Теперь следующее, предпоследнее. Син бір нәрседе яшірмейсің ме? Или син бір нәрседе яшірмәдің ме? Сами выбирайте, который вам более, ближе и интереснее. Син бір нәрседе яшірмейсің ме? Син бір нәрседе яшірмәдің ме? Кто первый, кто мне сразу напишет перевод этого предложения? Кто умничка? Да. Ты ничего не прячешь, ты ничего не скрываешь. Да, все верно. То есть, смотрите, син бір нәрседе яшірмейсің. Можно еще сказать, син менен бір нәрседе яшірмейсің. Ты ничего от меня не скрываешь, да? Или прячешь, да? Поняли, да, смысл? Все? Хорошо. Мен бір қаяда ашықмадым. Ансы неше керек болар екен? Мен бір қаяда ашықмадым. Я никуда не торопился. Я вот именно ашықмадым. Ребята, обратите внимание на окончание д. Это окончание прошедшего определенного времени. Угу. Если было бы мен бір қаяда ашықмын, то это было бы да, я не тороплюсь в настоящем времени. А мен бір қаяда ашықмадым, это значит я не торопился. Что делал? Угу. Хорошо? Да. Ты ничего не спрятал? Да. Поняли, да, как это все происходит? То есть вот самопроверку стикшуру тоже көзіңіздің салып алыңыз, взгляните, да, свой взор на экран. А он никогда ничего не учит, никто его не встретил, за забором никакие дома нельзя строить, мы никогда не выключаем свет, я нигде не нашел носовой платок, они никогда не были в набережных Челнах, ты ничего не скрываешь, да? И я никуда не торопился. Все, хорошо. Я очень рада, что вы поняли. Мен бик шатмын. Сіз аңлағаш, менің кайфым көтерілді. Теперь попробуйте, это тяжеловато, я знаю, но попробуйте сказать на татарском следующей фразы. Ничего не разбили. Ничего, то есть они ничего не разбили. Обратите внимание, прошедшее время. Прошедшее время обязательно, да, обратите внимание. Они ничего не разбили, просто ничего не разбили. Понятное дело, что это они, правильно? Вы же не можете сказать, ты ничего не разбили. Понятное дело, что это они. Мы знаем то, что вот это слово они, то есть алар, можете опустить, конечно, это местоимение, но можете и написать его тоже. Угу. Давайте мозговой штурм. Работаем. Такие вот простые фразы. Ребят, там ничего, в принципе, сложного нет. Я вам основную конструкцию объяснила.
Если идти по алгоритму, никаких трудностей у вас не должно возникнуть. Ничего не разбили. Ничего было рекен. Как это будет? Bir нәрсе де ватмадылар. Әйе, нәхшылай. Bir нәрсе. Смотрите, ничего. Что? Ничего. А что это у нас? Нәрсе. Anladınız? Bir нәрсе de бермәделәр да. Бермәделәр. Или ватмадылар. Яме? Ну, лучше сюда, конечно, ватмадылар. Разбили. То есть ничего не разбили. Bir нәрсе de ватмадылар. Или полное предложение у вас будет выглядеть так. Алар bir нәрсе de ватмадылар. Anladınız? Так, давайте второе. Никогда не сердись на меня. Bir кайшанда ашуланма миңа. Да, все верно, но есть такой небольшой нюансик. Глагол всегда в конце предложения. То есть это будет следующим образом выглядеть, да? Bir кайшанда миңа ашуланма. Да, Регина правильно писала. Марат, все верно, только вот глагол в конце, ладно? Bir кайшанда миңа ашуланма. Вот эта частица «да», она, конечно же, ну, при правописании уж так не особо внимание обращает, но она пишется раздельно, ладно? Просто запомните. Bir кайшан да. Яме? Bir кайшан да миңа ашуланма. Никогда на меня не обижайся, не сердись. Никогда не сердись на меня. Bir кайшан да миңа ашуланма. Яме? Так, его нигде нет. Еще грек был рекен. Давайте третье. Его нигде нет. Его нигде нет. Его это будет просто all. В данном случае это просто all будет. All. Где будет? Где будет кая? Bir кая. Да, юг. Да, вот это правильно. Ул bir каяда юг. Его нигде нет. Ул bir каяда да юг. Или bir кайдада юг. Да, и оба варианта bir кая и bir кайдада. Вот это, только Марат, Ильяс, вы да забыли, ладно? Частицы. Хорошо. То есть ул bir кая да или bir кайда да юг. Понятно, да? Так, он болен, ему ничего нельзя делать. Он болен. Да, он неотъемлемая часть. То есть он идет с ними вот этими отрицательными местоимениями. То есть это неотъемлемая часть на самом деле. Они вот как сиамские близнецы, их не разрывайте, пожалуйста. Яма? Так, давайте. Он болен, ему ничего нельзя делать. Ул ауырта, аңа bir нәрсә дә эшләргә ярамый. Или эшлисе түгел. Да, у вас по-мишарски немножко, конечно, получилось. Но, в принципе, правильно. Ул ауырта, аңа bir нәрсә дә эшлисе түгел. Да. Ул ауырый, аңа bir нәрсә дә эшләргә ярамый. Так тоже правильно, да. Марат, вас поймут. Серьезно. Так, это, конечно, не классическая литературная версия, но, в принципе, имеет право существовать. Вас поймут. Так, он болен, ему ничего нельзя делать. Ул ауырый, аңа bir нәрсә дә эшләргә ярамый.
Да, хорошо. Молодцы. Никто не устал. Ничеграк болар екен. Әйдәгез, активлашабыз. Никто не устал. Ул ауырый, аңа бер нәрсә дә эшләргә ярамый. Да, тоже правильно. Так, никто не устал. Беркем дә армады или арымады. Да. То есть арыды, армады. То есть это правильно будет, оба варианта. Арымады, армады, можете сказать, да? То есть это два варианта одного и того же слова. Армады, да. Беркем дә армады, беркем дә арымады. Просто беркем, Смотрите, кто – это кем, а никто – беркем. Беркемнің это ни у кого. Так, ничего не упало. Что? Нәрсә? А ничего? Бер нәрсә дә төшмәде или егылмады, да? Егылып төшмәде, можете сказать. То есть так и так. Бер нәрсә дә төшмәде, бер нәрсә дә егылмады, бер нәрсә дә егылып төшмәде. То есть все варианты будут правильными. Молодец. Ярар. Так, тикшереп алабыз, күз белән җиртеп алабыз. Давайте глазами пробежимся. Бер нәрсә дә ватмадылар, бер кайчан да миңа ачуланма. Ул бер кая да юк. Ул авырый, аңа бер ни дә эшләргә ярамый. Беркем дә армады, бер нәрсә дә егылмады или бер нәрсә дә төшмәде. Молодец. Так, алга таба киттек. Дальше поехали. Теперь смотрите. Мы с вами проходили немножко сейчас теории. Внимательно слушайте, пожалуйста, Мы с вами проходили прошедшее определенное время, а сейчас мы с вами пройдем прошедшее неопределенное время. Билгесез уткен заман. Вы уже знаете, что в татарском языке, в отличие от русского, существует не одно, а несколько прошедших времен, а именно два. Вы изучили одно из них, прошедшее определенное. Оно употребляется в том случае, когда говорящий сам видел, как действие совершалось, или уверен в достоверности этого действия. То есть это д, д, т, т. То есть мы сегодня уже с этими окончаниями встречались. То есть мин ут яндерден, я включил свет. Ну, ты же сам видел, как ты включал этот свет, правильно? Так, без ул тухталышта тештег. Мы слезли на этой остановке. Ты же тоже уверен, ты был виновником этого торжества, как говорится, да? Вот. Но у нас есть другое. Неопределенное. В разговоре вы будете нередко встречаться еще с одним прошедшим временем, прошедшим неопределенным. Оно образуется при помощи добавления к корню. Единственное число повелительного наклонения все так же, ничего не меняется, да? Аффикса ган, ген, кан, кен. Если слово оканчивается на звонкую согласную, то на г. Если слово твердое ган, если слово мягкое, то ге. А если слово заканчивается на глухую согласную, то на к оканчивается, да? И если слово твердое, то хан, если слово мягкое, то кен. То есть тут ничего сложного нет. Понятно, да? И почти тех же личных окончаний, что и в настоящем времени. Ударение падает на ган, то есть на окончание. Исключение, как и в будущем времени, ятканнар, сейлегеннер. Мин ятканман, я лежал, я лежала. То есть, смотрите, если вы, как вам проще запомнить это? Неопределенное время, да, если переводить на русский язык, вы просто добавляете «оказывается». То есть, смотрите, мин яткам, оказывается, я лежала. То есть, говорят, я лежала. Понятно, да? То есть, это не точное время, грубо говоря. То есть, оно необоснованное. За него никто не отвечал. Понятно? Запомните вот так вот.
Так будет проще. Так, син яткансен. Ты, оказывается, лежала там. Вот мне баба Надя сказала, что ты там лежала. Ты же сам этого не видел. Тебе просто кто-то передал, кто-то сказал. Понятно, да? Ты не уверен в точности этого события. Поэтому вот ты употребляешь ганген. Аңладыңыз? Так, ул яткан. Говорят вот там, в конце деревни, да, кто-то там сказал, что он лежал. Ул яткан. Или она лежала, оно лежало, да? Без яткан, без. Оказывается, мы лежали. Сіз яткансыз, оказывается, вы лежали. Алар ятканнар, они лежали, оказывается, представляешь? То есть это сплетни, грубо говоря, понимаете? Просто вот в голове ассоциацию оставьте, вот как сплетня. То есть вот неуверенный момент, короче. Понятно, да? Дальше поехали. Обратите внимание на ряд особенностей прошедшего неопределенного времени. Как и в будущем времени, первое лицо единственного числа мин также оканчивается на мен. То есть мин барган мен, син барган, мин шляган мен, например, да? И аффикс третьего лица множественного числа алар всегда имеет форму нар-нер. Например, алар барганнар, алар килгеннер. То есть они ходили, они пришли. Оказывается, да, кто там, через кого-то, сплетни. Отрицательные формы прошедшего неопределенного времени образуются при помощи аффикса маме. Ударение всегда стоит перед ним. Мин ятмаган ман. Я не лежал и так далее. Понятно? Например, мин эшлямеген. Я, оказывается, не работал. Вот они говорят, что я, оказывается, не работал. Так, например, мин бармаганмын. Оказывается, я не ходил туда. Вот они говорят. Понятно, да? Так, видите, ничего сложного нет. Так что прошедшее неопределенное время употребляется обычно в тех случаях, когда говоришь сам не видел действия, о котором говорит, но знает о нем с чужих слов, вот то, что я вам говорила, или по каким-то признакам. Чаще всего оно употребляется в третьем лице единственного числа и множественного числа. Вот. Ул ишикне бикледи. У узым аны маны эшлеуін көрдім. То есть, смотрите, он закрыл дверь, потому что я сам лично видел, как он эту дверь закрывал. Мин курдым. Ул ишикне биклеген, мин аны аша алмадым. Он дверь закрыл, я вот не мог его открыть. Вот мне сказали, что он дверь закрыл. Биклеген. Алар гына калдылар. Мин аларны үзем күрдем. Вот они только там оставались. Я сам лично это видел. Понятно, да? Ул егылып аяғын сындырған. Мин мұның турында иштім. Вот он упал и ногу свою сломал. Вот мне сказали вчера. Вот я сам не видел, но мне сказали. Ул қырындымы инде? Ул кичә қырынғанмы? Вот вы просто спрашиваете, вот он точно побрился? Вот ты точно хочешь узнать, да? А он вчера побрился? Ты тоже спрашиваешь, поэтому, не уверен, не точно, да? В первом и втором лице прошедшее неопределенное время употребляется редко и имеет своеобразные значения. Син ут яндырган инде. Ты, оказывается, уже зажег свет. В вопросе во втором лице обычно употребляется прошедшее определенное, даже когда говорящий точно не знает, совершалось ли действие. Син хат жибердиңме? Син сіз жауап бермедіңізме? Тут же, ты же не можешь, человек же ведь точно знает, что он отправил письмо, правильно? Он же за свои действия отвечает, за свои поступки. Вот тут уже, да, когда ты спрашиваешь кого-то, син, ты, вот так вот спрашиваешь, ты что-то сделал, да, то тут уже определенное прошедшее время только всегда употребляется. Неопределенное прошедшее время по отношению с син, да, когда ты что-то спрашиваешь, оно не употребляется. Но это глупо будет выглядеть. Понятно, да? Так. Но если, например, хотите спросить, миңа айттылар, син кеше жырлағансың. Вот мне вчера сказали, что ты вчера пел. Понятно, да? Тут уже, получается, употребляется неопределенное время. Так,
Теперь у нас такая работа. Смотрите. Ребят, с прошедшим неопределенным временем вам все понятно? Барысы да аңлашылды ма сезгә? Әллә аңламадыгызмы? М? Үзегезнең комментарийларыгызны, үзегезнең хис-тойгыларыгызны языгыз, пожалуйста, яме? Зинһар өчен. Так, хорошо. Так, Ильяс, понятно? Регишка, понятно? Марат, сиңа аңлашылдымы? Безгә монда тагын кемдер керде. Без бишәү инде. Онлайн 5 человек мне показывает. Так, теперь поработаем вот с этим текстиком. Альбина. Хорошо. Так, ребят, я сейчас вам прочитаю текст, попробую его, не то что попробую, вам переведу его. Вот. И смотрите, сделаем так. Я сейчас вам этот текст разберу, и потом следующий сайт, у вас там будут вопросы. И оно будет, я и текст вам отправлю, и вопросы. На следующий урок я рандомно у вас буду спрашивать, то есть вы, ну, так вот, Эзрек, да, Марат? Ну, там Бархат ухвалилась, пожалуйста. Там ничего сложного нет в неопределенном времени. Просто запомните, что это сплетни. Вот такая вот ассоциация. Татары, конечно, мусульманы, они не должны сплетничать, но все-таки вот так вот. Так, сейчас я вам прочитаю текст, мы его разберем, то есть я вам его переведу и задам вопросы по этому тексту. Хорошо? Договорились? Так, безнең Казанда әбиебез бар, ул үзе генә яши. У нас в Казани есть бабушка, она живет одна. Үткән ел ул безне кунакка чакырды. В прошлом году она нас позвала в гости. Ул бездән аңарга бер дару алып килергә сорады. Она у нас попросила привезти ей одно лекарство. Без кич белән очып чыктык. Мы вылетели вечером. Самолет Казанда сәгать 11-дә булырга тиеш иде. Самолет должен был быть в Казани в 11 часов. Ләкин ул 2 сәгатькә соңга калды һәм без Казанга төнлә генә очып килдек. Но он опоздал на 2 часа, и мы в Казани были только ночью. Прилетели в Казань только ночью. Урамнарда инде караңгы иде, ләкин без әбиебезнең йортын җиңел таптык. На улице было уже темно, но мы с легкостью нашли дом нашей бабушки. Ул йорт Кабан урамында матур күл янында тора. Этот дом находится на улице Кабан, возле красивого озера. Без ишек янына килдек һәм шалтыраттык. Мы подошли к двери и позвонили. Әбиебез безгә үзе ачты. Двойника, ну, бабушка, открыла нам сама дверь. Ул авыру иде, без аның өчен дару алып килдек. Она была больна, мы специально привезли ей лекарства. Ул аңа бик кирәк иде. Они ей были очень нужны. Өстәл өстендә бик тәмле ашамлыклар бар иде. Шулпа, тавык ите белән эчпочмак, балык һәм башка күп нәрсәләр. На столе очень много было вкусняшек. Так, вкусных угощений. Шулпа, шулпа, это понятно, бульон. Таук ите белән эчпочмак, треугольники с курицей, балык, рыба и еще очень много всего. Без аш идек һәм бөтенесен дә тиз генә ашап бетердек. Мы были очень голодные и быстренько все съели. Песи өстәл астыннан чыктык һәм без аңа сөт салдык. Кошка вылезла из-под стола, и мы налили ей молоко. Без эшләр турында озак сөйләштек һәм иртә белән генә йоклап киттек. Мы много разговаривали о разных новостях и только под утро заснули. Без сәгать 11-дә уяндык, иртәнге ашны ашадык һәм урамга йөрергә чыктык. Мы проснулись в 11 утра, поели завтрак и вышли на улицу прогуляться. Йорт алдында зур күл бар. Возле дома есть большое озеро. Аның өстендә һәр вакыт берничә акчарлаклар оча. Как бы сказать, возле него постоянно или над ним постоянно летят несколько чаек. Акчарлаклар это чайки. Йорт артында бакча бар.
За домом есть огород. Или сад, получается. Biz anda ağaç astında yal ettik. Мы там под деревом отдыхали. Так, алмалар үләнгә төштеләр, без аларны җыйдык, амашадык. Яблоки упали на траву, мы их собрали и поели. Көндез без әбигә бакчада ярдәм иттек. Днем мы помогли бабушке, кич белән без өйгә кайттык. Вечером мы полетели домой. Так, вот это вопросы. Это по тексту, хорошо? Просто к следующему уроку подготовьте, пожалуйста, ладно? Так, следующий урок у нас будет на следующей неделе уже, получается, либо в понедельник, либо во вторник. Ну, скорее всего, в понедельник, если я успею приехать, то в воскресенье. Вот, то есть у вас будет время пройтись по этому тексту и попробовать ответить на вопросы. Естественно, отвечать нужно будет на татарском языке. Ясно? Завтра у нас будет второй урок продолжающего, значит, вот этого нового потока. Хорошо, тоже 19:00. Так, сейчас я на полный экран вылезу. Sizge текст anlaşıldı mı? Ağır түгел mi? Так. Мгм. Так, текст sizge anlaşıldı mı? Мен сұрауларны sizge жиберемін, текстны да, һәм сұрауларны да. Біз шулай, менә хәзер мен sizge текстлар бирәчәкмен. Менә бу калган 4 дәресне без активно, шулай итеп, практика белән шөгыльләнербез, яме? Общий смысл понятия. Хорошо. Так, мне кажется, уже вы готовы к таким большим текстам. Поэтому я вам буду сейчас давать их почаще. Вот у нас еще осталось 4 урока, но вы имеете полную возможность приступить и к 4-му потоку, вот который новый начался. Завтра будет второе занятие. Так что всех желающих жду. Я всегда вам рада, вы это прекрасно знаете. Вот. Так, за технические неполадки прошу простить. Я не знаю, почему так происходит. Вы видели, что я мышкой тыкаю, но все равно не открывался и на полноэкранный режим. Но надеюсь, вам было все понятно. Немножко, как всегда, что-то происходит. Я не знаю, почему. Так, бүгінгі дәрес үшін барыңызға да бик зур рәхмәт. Мен сезгә барысы да аңлашылды дип ышанып калам һәм мин моңа бик тә өметләнәм. За этот урок вам, за сегодняшний урок вам огромное спасибо. Я надеюсь, вам было все понятно. Я постаралась вам доступно и все простым языком объяснять. Так, сұрауларыңыз болса, сіз білесіз қай язырға. Если у вас есть вопросы, вы знаете, куда написать, к кому обратиться. Так, ярар. Ишен бүгін жіберем. Хәзер бу дәрестен соң, яме? Домашнее задание вам отправлю. Так, все. В принципе, до новых встреч. О новом уроке я вас проинформирую, яме? Так. Зур рәхмәт барыгызга да. Мне очень легко с вами работать, серьезно, вот прям чын күңелдән. Ярар, мен сезгә хәерле имен кичләр телим. Я вам желаю спокойных, хорошего вечера, точнее, да, и прощаюсь с вами до следующего урока. Киләсе дәрескә кадәр сау булып торыгыз. Сау булыгыз.